О развитии медицинской реабилитации в Республике Башкортостан поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Руслан Ахмадуллин, главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Минздрава Башкортостана. Руслан Робертович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала определимся с понятием медицинская реабилитация, потому что на самом деле об этом очень много в последнее время говорят, очень много уделяется этому внимания, но тем не менее давайте определим, что подразумевается под этим понятием. Медицинская реабилитация – это комплекс медицинских мер, направленных на восстановление утраченной функции организма либо системы в результате острой патологии, либо обострения хронического заболевания. И в целом на сегодняшний день, если мы говорим о реабилитации, о ее организации, то у нас в республике выстроена трехуровневая система, которая начинается практически с момента реанимации и заканчивается амбулаторной реабилитацией. Какие категории пациентов чаще всего нуждаются в медицинской реабилитации? Может быть, это те, которые вот просто пришел на первый прием? Или вот вы говорите уже, что от реанимации даже есть такие моменты? В первую очередь, если мы говорим о категориях пациентов, которые у нас нуждаются в реабилитации, это первые пациенты с заболеванием так называемой центральной нервной системы, к примеру, как острое нарушение мозгового кровообращения, в простонародье инсульт. Это пациенты после нейрохирургических вмешательств, это пациенты после черепно-мозговых травм, это пациенты после операции на позвоночнике. Это вот первая группа пациентов, достаточно обширная, достаточно большая. Следующая группа пациентов – это пациенты с заболеванием опорно-двигательного аппарата. То есть, здесь вот весь наш травматизм – это травмы, ушибы, растяжения, переломы, это операции на костях, это замена суставов, это все эндопротезирования, то есть это тоже достаточно большая, расширенная группа пациентов. Вообще реабилитация начиналась с кардиологического профиля, она там продолжается, то есть это кардиореабилитация, так называемая, сейчас мы к ней перешли, то есть это те пациенты после инфарктов, после операции на сердечно-сосудистой системе, да, то есть определенный круг. Ну и одним из толчков современного сейчас развития реабилитации, это был у нас после ковидной, то есть это вот после тяжелых соматических заболеваний, когда требуется тоже восстановление. Не могу не остановиться еще на одной категории пациентов, это пациенты после онкологических заболеваний, то есть это сейчас новое веяние, то есть о том, о чем мы раньше в принципе не говорили, а сейчас это достаточно также широко распространено и развивается, это вот онкология, то есть восстановление человека после онкологических заболеваний. Вот это приблизительно категории пациентов мы охватываем своим полем деятельности. Как организована маршрутизация именно для пациента от стационара к реабилитационному центру? Медицина, она достаточно четко регламентирована, да, то есть у нас есть соответствующий действующий приказ, и где определены критерии для определения пациента к той или иной категории, то есть к тому или иному виду необходимости в проведении реабилитационного лечения. То есть либо это пациент стационарный, требующий стационара, да, либо это пациент, который требует все-таки амбулаторной реабилитации. Как правило, проблем со стационарной реабилитацией не возникает, а вот пациенты, которые нуждаются в амбулаторной реабилитации, здесь, в общем-то, в принципе, тоже определен порядок, он достаточно прост, это обращение в поликлинику по месту жительства, либо к врачу-терапевту, либо к врачу-специалисту, то есть по профилю реабилитации. Это может быть невролог, это может быть травматолог, получение направления, ну и, соответственно, в принципе, уже получение лечения в том учреждении, где есть открытое отделение, либо дневной стационар, либо стационарное отделение в медицинском учреждении. Руслан Робертович, а вот какое сейчас оборудование, какие методики есть в распоряжении? Причем я понимаю, что вы владеете ситуацией не только в физкультурном диспансере, но и в целом по республике доступны сейчас для тех, кто нуждается в реабилитации. Благодаря в свое время федеральному проекту и федеральной программе, на базе которой была, в принципе, сделана наша региональная программа, это оптимально для восстановления
здоровья и медицинская реабилитация. Она действовала у нас в период с 22 по 25 год, а сейчас мы влились в национальный проект «Активная и продолжительная жизнь» и являемся одной из составной частью этого национального проекта. Так вот, за период с 22 по 25 год одним из приоритетных развитий это было дооснащение и оснащение медицинским оборудованием отделений медицинских отделений, которые занимаются медицинской реабилитацией. И так, в частности, у нас в республике мы оснастили 25 медицинских учреждений. Было поставлено свыше 900 единиц медицинского оборудования, причем это высокотехнологическое оборудование, то есть это аппараты и с биологической обратной связью, это и аппараты с виртуальной реальностью, это и аппараты, которые позволяют, ну, скажем так, перенести пациента в игровой форме, как говорится, отвлечь от того барьера, который мешает, например, для развития двигательных движений тех или иных, скажем так. Ну, аппарат достаточно интересный, просто, наверное, как-то сложновато его описать, но это все достаточно высокотехнологическое оборудование, и оно поставлено, получается, в 25 медицинских организаций. Поэтому, в принципе, мы между медицинскими организациями, то есть делимся и методиками, ну и, соответственно, в принципе, опытом применения этого оборудования. Поэтому, тут программа будет продолжаться. Я хочу сказать, что в рамках теперь уже национального проекта у нас с 25 по 30 год планируется дальнейшее дооснащение медицинских организаций. И если в первый период мы оснащали в основном стационарные отделения и отделения как раз первого этапа медицинской реабилитации, которая, еще раз говорю, проводится у нас в реанимации, уже начинается, мы сейчас на последующий период уже заложили себе задачи оснащения третьего этапа, то есть амбулаторных отделений и дневных стационаров, то есть максимально приближая доступность данной медицинской помощи для именно жителей республики. Причем мы же говорим о республике в целом. Вы говорили о том, что 25 аппаратов доставлено в разные учреждения. 25 медицинских учреждений. Это вся география республики. Это и Мисигутово, и Сибай, и Кумертау, и Белорецк, и Учелы, Ишимбай, Салават, то есть это не Уфа, это именно вся республика. И оснащение здесь именно цели и задачи стояло, чтобы максимально закрыть все районы, межмуниципальные центры Республики Башкортостан. Хорошо, есть оборудование, есть условно тренажеры, аппараты. А есть ли люди, которые умеют работать на них? Ну это одна из ключевых, наверное, или таких проблемных зон здравоохранения в целом, ну и в частности не обходит она и медицинскую реабилитацию. Дело в том, что, в общем-то, в принципе, на сегодняшний день подготовка непосредственно специалиста, основного специалиста, она достаточно по времени продолжительна, то есть, ну, скажем так, срок учебы этого специалиста достигает год. Это достаточно большой период. Реабилитация, она не оказывается, или вернее, не проводится одним человеком. Реабилитация проводится так называемой мультидисциплинарной бригадой, в состав которой входит достаточно большой перечень специалистов. Поэтому тут речь идет не о подготовке только одного специалиста. Да? То есть, если мы говорим о подготовке кадров в данном направлении медицины, то это достаточно, ну, скажем так, многопрофильные специалисты. Это и врач физической реабилитационной медицины, это может быть врач-специалист непосредственно, это привлекается в состав команды психолог, эрготерапевт, инструктор ЛФК, медсестра по физиотерапии. То есть это такая командная работа с одним пациентам. И да, безусловно, и у нас есть проблема с кадровой обеспеченностью, но решаем
обучаем специалистов, отправляем на переобучение. И здесь благо, в принципе, то, что у нас есть Башкирский государственный медицинский университет. И непосредственно на кафедре медицинской реабилитации мы можем переподготовить наших специалистов. Руслан Робертович, и еще вопрос. Сейчас цифровизация идет очень активно. Как она внедряется именно в медицинскую тоже реабилитацию? Ну, здесь, да, она тоже нас не обошла стороной. Во-первых, в принципе, все цифровые технологии и вообще технологии, они достаточно активно внедряются в медицинскую реабилитацию. Даже, ну, вот перечислил я аппараты или оборудование, которое, да, то есть оно уже, в общем-то, в принципе, включает в себя ряд моментов, именно технологичных моментов, наверное, применение и развитие технологий и их применение в реабилитации, оно, ну, наверное, как раз то место, где в основном и должно применяться. То есть и тут можно говорить и о бионических протезах, там, и вот опять же о VR-технологиях и компьютерных всевозможных решениях. Не за горами, скорее всего, все-таки будет и внедрение искусственного интеллекта, потому что на сегодняшний день все-таки обработать тот массив, например, данных, которые есть, и подобрать оптимальную, например, программу для реабилитации с учетом той или иной патологии, которая произошла у пациента. Все-таки здесь в помощь будет именно искусственный интеллект, в помощь в решении или в подходе реабилитации для врачей-специалистов, для вот этой мультидисциплинарной бригады. Поэтому я думаю, что это будет в ближайшее время тоже внедрено. Но и на сегодняшний день у всех у нас на слуху вот развитие телемедицины, то есть это тоже, в принципе, то, чем мы занимаемся. На сегодняшний день в основном это, конечно, телеконсультации, которые проходят именно по системе врач-врач, то есть когда специалист консультирует врача. На сегодняшний день мы в тяжелых, сложных случаях проводим телемедицинские консультации с нашими научными федеральными центрами. В основном это пациенты, которые как раз находятся в реанимации и которые находятся на стационарном этапе. Поэтому всеми цифровыми сервисами медицинская реабилитация, скажем так, дружит и внедряет для улучшения качества лечения наших пациентов. Ну и последний вопрос, и очень коротко. Медицинская реабилитация – это не волшебная таблетка. То есть ты ее выпил, и у тебя что-то прям выздоровело. Здесь очень такой вот поступательный процесс, в котором нужно трудолюбие, терпение и старание. Совершенно верно. Ну, абсолютно верно. Это, причем здесь необходима совместная работа. Вот если мы говорим врач, болезнь, пациент, то здесь еще врач, болезнь, пациент и родственники. Это вот командная работа и семьи, и пациента, и специалистов. И вот совместная, именно совместная работа, она зачастую приводит к самым положительным результатам. Даже в тех случаях, когда, в общем-то, в принципе, кажется, что восстановить будет невозможно. Руслан Робертович, спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию, рассказали о том, какие возможности медицинской реабилитации есть сегодня в Республике Башкортостан. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.